Непривычное оживление царило 12 июля на берегу реки Ижма в селе Устюхта Сосногорского района. Этому способствовала не только жаркая, по-настоящему летняя погода. Главным поводом стала торжественная церемония зарыбления реки Ижма, организованная компанией «Лукойл Коми». Прежде чем приступить к основному мероприятию, для местной детворы была организована развлекательная программа. Игры, конкурсы и, конечно же, призы заметно добавили всем собравшимся настроение. В это время неподалеку приземлился вертолет. Именно на нем в буквальном смысле прилетело сотни тысяч будущих обитателей реки Ижма, выращенных в Троицко-Печорском районе. Все с нетерпением ждали прибытия контейнера с мальками, в том числе экологи и почетные гости. Очень радует, что такие мероприятия по выпуску малька уже стали традиционными. И первой в республике много лет назад, 11 лет назад, была как раз компания «Лукойл Коми». Потом присоединились другие компании. И очень приятно, что с каждым годом все больше и больше детей участвуют в этих мероприятиях. Это как раз показывает, можно прикоснуться к природе, можно прикоснуться к реке, можно прикоснуться к тому живому, что живет в реке. Поэтому именно вот на таких мероприятиях и воспитываются самые добрые, самые необычайные чувства к родной земле. От желающих прикоснуться к живому не было отбоя. Каждому хотелось внести свою лепту в процесс выпуска мальков. Через некоторое время река пополнилась сотней тысяч обитателей. Приятно, что участвуют и жители, и дети, и все-таки воспитательная работа определенная для детишек. Очень хороший урок, и будем верить в то, что они будут беречь природу. Стоит отметить, что мероприятие по зарыблению рек Коми ресурсодобывающая компания проводит с 2007 года. За все время в реки республики в рамках этой программы выпущено 4 миллиона 700 тысяч мальков хариуса и сига. Акции по восстановлению биоресурсов северных рек в республике уже стали традиционными. Причем в Сосногорском районе подобное мероприятие было проведено не впервые. Заботиться о нашем общем доме – это долг каждого из нас. И на самом деле очень здорово, что есть в нашем регионе компании, которые не на словах, а на деле ведут себя так. Сегодня мы выпустили 100 тысяч мальков хариуса в Ижму. И, конечно же, в этом заслуга нашего предприятия «Лукойл Коми». Тем более отрадно, что мы все это проводим в год экологии, в год добрых дел. Отметим, что места выпуска мальков определены Федеральным агентством по рыболовству. Столь важное мероприятие проводилось с участием специалистов рыбнадзора и сотрудников экологической службы «Лукойл Коми». Все, кто в этот день был на берегу Ижмы, выразили надежду, что малькам понравится их новый дом. И, освоившись, они быстро начнут прибавлять в весе. Сосногорские школьники прошли по следам персонажей народных легенд Коми. Тематический квест подготовили сотрудники Дома культуры «Горизонт» и Сосногорского центра Коми-культуры. Выполняя различные задания квеста, ребята, можно сказать, прошли по следам персонажей из мифов народов Коми. Согласно легенде, свое начало Коми берут от Зарань, дочери божества, и Перы, охотника, промышляющего на земле Парма. Роль красавицы Зарань в этом мероприятии досталась школьнице Софии Потаповой. Сама девочка о своей героине рассказывает с гордостью. Знаю то, что у нее отец Йен, она жила на солнце, и потом она увидела Перу и решила спуститься, и ей предложила радуга по ее спине спуститься сюда. И они встретились с Перой и начали жить вместе. По словам организаторов, такое мероприятие они решили провести впервые. Главная цель – не только организовать детей в период длительных школьных каникул, но и рассказать подрастающему поколению об истории и культуре родного края. Чтобы каждый раз, приходя в городской парк с родителями или друзьями, ребята знали все его достопримечательности. Очень давно мы уже хотели в нашем парке Югодлун сделать мероприятие для детей, для неорганизованных детей. Лето, пора, жаркая пора, интересно. И детям, естественно, куда пойти? В наш любимый парк. Зеленый, хороший наш парк. И вот сегодня дети пришли на квест. Квест по следам Перы и Зарань. Посмотреть, все знают, что у нас есть здесь какие фигурки. Но рассказать, чтобы наши фигуры, они ожили, сегодня они оживают. И дети знают и историю, узнают, и в этой форме игры. В ходе квеста ребята прошли около десятка различных испытаний. Одно из заданий – пройти перовход.
За облаками, побежали за облаками, побежали. Мы целились в дротики, проходили по бревну, по бревнышкам, и теперь надо было закрытыми глазами пройти полосу препятствий. Мне понравилось перепрыгивать через кочки. Почему? Было весело и на время делали. Главной наградой за все испытания для ребят и организаторов стало отличное настроение, море позитива и буря эмоций, которые каждый участник квеста забрал с собой. В пятницу в Сосногорске будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 14, днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер переменный 2 метра в секунду. Осадки маловероятны.